Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала последнего кандидата на должность главы Чувашской республики. Им стал Валерий Сапожников. Его кандидатуру выдвинула партия пенсионеров России. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто за меня отдал голоса, и нету комиссии замечаний к этим документам. Это очень волнительно и очень ответственно. Хотелось показать, что пенсионеры – это большая сила, и социальная, и политическая. И партия пенсионеров впервые о себе сегодня говорит вслух. Валерий Сапожников стал пятым кандидатом, остальные 7 не предоставили необходимые документы. Основание здесь, единственное основание, то, что они своевременно не представили документы на регистрацию, тем самым не выполнили требования закона, и на сегодняшний день у нас нет необходимых документов для того, чтобы их зарегистрировать. Это такие документы, как первый финансовый отчет, листы поддержки с нотариально заверенными подписями депутатов и глав сельских поселений. Поскольку этих документов нет, то сегодня мы им всем отказали в регистрации. Первым зарегистрировался на должность главы республики Михаил Игнатьев. Вторым кандидатом стал Валентин Шурчанов. Он выдвинут от партии КПРФ. Сегодня депутату Государственной Думы вручили удостоверение. Я хотел бы одновременно поблагодарить всех тех самых депутатов органов местного самоуправления, которые нотариально поставили свои подписи в поддержку кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации. Всем вам действительно большое спасибо, потому что ваша поддержка, ваша помощь для нас это действительно большой такой моральный, политический, общественный стимул к тому, чтобы дальше в ходе избирательной кампании работать так, чтобы действительно реализовать те самые запросы и чаяния большинства избирателей Чувашской республики. Всего на должность главы республики будет претендовать 5 кандидатов. Михаил Игнатьев, Валентин Шурчанов, Олег Николаев, Константин Субботин и Валерий Сапожников. За депутатские мандаты в этом году будут бороться представители 8 партий. Выборы состоятся 13 сентября. В Новочебоксарске и Цивильске будет использоваться комплекс автоматизированной обработки избирательных бюллетеней. От камер видеонаблюдения в единый день голосования решили отказаться. Анастасия Захарова, Эдуард Остеров, «Жизнь столицы».